Кто может чуду приказать свершись от собственного крика холодея? Мне кажется, я жду уже всю жизнь. Мне кажется, я жду почти с рождения. Эти строки из монолога «Женщины» Роберта Рождественского идеально подходят к мытарствам и мучениям Раи Евлоевой, за все годы жизни так и не дождавшейся паспортизации всего ее музыкального и песенного фонда. Не дождавшаяся нового типового учреждения для ею созданных коллективов с репетиционными залами, гримерными комнатами с душевыми и санузлами, с костюмерными и пошивочными цехами. Только специалист в данной области знает, что значат слова «создать хореографический ансамбль с нуля». Ломать не строить, ребят. Ее неимоверными усилиями созданные хореографические ансамбли «Ингушетия» и «Магаз» представляли республику на самых престижных мировых конкурсах и фестивалях. И всегда были первыми. Я помню, в 97 году мы были в Турции, фестиваль был. И там как-то у нас там то ли по программе назад закинули, то ли, вот не помню точно, но она там за нас постояла, и мы прямо аж в первом ряду были. И в первом открытии открывали фестиваль мы. К великому сожалению, пусть меня не ругают мои коллеги, не осуждают другие музыканты, но, к великому сожалению, ни при Рае, ни после Раи, я не знаю, сегодня нету таких музыкантов, как Рая Евлоева. Нету. И вряд ли, я не знаю, при моей жизни вряд ли будут такие. Думая о блестящем будущем культуры и искусства Ингушетии, Рая Евлоева ставила самые высокие цели и задачи, а потом шла к их осуществлению через всевозможные препятствия и барьеры. Человек, который мог взяться за одно определенное направление в искусстве и посвятить свою жизнь его развитию, понимал, что оставленные другие, не менее важные подразделения, будут нетронутыми на долгие годы. Она взвалила на свои хрупкие девичьи плечи все необходимые направления культуры на тот период и начала масштабную работу по их развитию. В качестве руководителя Дома народного творчества начал работать над сборником ее песен. Да? Для того, чтобы выпустить сборник, нужно найти авторов ее произведений, найти эти композиции, систематизировать это все. Изначально я, когда начинал эту работу, я думал, ну что там, нашел сборники, нашел авторов, там стихи расписал музыкантам, тем, кто у нас работает в этом направлении, отдал, они на ноты переложили. Думал, просто. И думал к ее юбилею выпустить этот сборник. Но когда я непосредственно сам над этим начал работать, я понял, что это мне не под силу. И даже если под силу, то месяц, 2, 3, 4 вот времени мне понадобится. Потому что я знаю, что, допустим, одна песня, которую, допустим, поют исполнители, да, что это песня Раи Евлоевой на слова, скажем, там, Ибрагима Ташхоева. Я ищу сборники, это стихотворение, и не могу найти, потому что стихотворение основа только, вот название, основа и замысел, потому что Рая придавала музыкальность, певучесть каждому стихотворению. Песни
всем известная, всеми любимая песня, и поет ее Алихан Абадиев «Хоу-хоу». Сыкок бейлу ейче, хагру лот буала, дидах туп маргал хейче, сеймо тухлу док аха, сом сейсина гвели, лахтыш хулса хузыш, куча дерен мара, хозат садок цузыш. Хоу-хоу, хоу-ила ерда, хыцина морской гешлусер, хоу-хоу, сабезан, бацанет сату сердце пулса, хоу-хоу, хоу-ила ерда, хыцина морской гешлусер, хоу-хоу, сабезан, бацанет сату сердце пулса. В этой песне там есть куплет, который Рая потом сама дописала. Сокок бейлу ейче хагару лотба ала, дирах туп макаль хейче сейму туху док ака. Сомсай синах вяли лахташхул сахузыш, коче дярин мары хазат садок цузыш. Сомсай синах вяли лахташхул сахузыш, коче дярин мары хазат садок цузыш. Я не знаю, по-моему, ни один поэт, ни один лирик, романтик так не скажет, да? Вот, это Раины слова, это Раины слова. Она вот в каждой своей песне сама дописывала, дорабатывала. И причем наши поэты, писатели никогда не запрещали Рае работать с их материалом и всегда приветствовали ее исправление, ее редактуру, всегда приветствовали. Казалось бы, да, Глыба, Махмад Саид Плиев, Саид Чахкиев, люди, которые народные поэты, писатели, да, они никогда Рае не запрещали исправлять, делать какие-то свои коррективы в этом стихотворении. Я пишу музыку. Я написала более 270 песен на слова почти всех наших ингушских поэтов, начиная от Капитона Чахкиева и заканчивая, как я всегда говорю, Вахой Хамхоевым. Вот это вот где-то человек их 18-19. وزمير شحولي لي باقش بحشق إبري على البيها بيزجبر صبي حب حبجبر ضاغلك سنة لوز حكيش سيزي بردش ديلتش سمرتي يرسنيو حفظ الله بارك جدو يزي إعلج حبسوي ديانم بيابات داسحي يزي إعلج حبسوي ديانم بيابات داسحي. И поэтому всегда Раины песни сразу обретали какое-то общенародное, всенародное призвание. И эти песни живут и будут жить всегда. Это непроходящие песни. Хацелели гиассейцы, вот на слова Ахмеда Хамхоева. Афганский вальс, она назвала его афганский вальс, хотя Махмад Саид Плиев писал это стихотворение, эта песня называется «Уну Бари марш». Да? Вот замысл автора один, замысл композитора другой, но тем не менее песня так гармонично получилась, что до сих пор эта песня живет как афганский вальс. В любую эпоху эта песня будет звучать достойно.
автор, Мисловас, вот сейчас Тимур мне делает аранжировки, он сейчас со мной мучается. Почему? Потому что когда я вот дома сажусь за фортепиано, я не пианистка, поэтому Мислов, я куда хочу, туда и ворочу. А в музыке, в профессиональном пении есть какой-то свой параметр, свои рамки, где ты не сможешь ни перетянуть, ни дотягивать, ни перетягивать нельзя. Я зажду, или с профессиональной точки зрения, да, ну, судиша, сумху построения, там, мелодической линии, а у нее было это на уровне подсознания, понимаешь, она чувствовала, и у нее это получалось правильно, и удивительно правильно. Даже каким-то вещам я мог, у нее, как она выстраивала, да, где-то я мог там подглядеть даже, ну, ничего себе, это как. Вроде против каких-то законов, но оно красиво, понимаешь? Вот такие вещи. Ей оно шло. Ей оно шло. Она могла там какие-то ограничительно, там какие-то там 4, она могла там 5-6 тактов тянуть, там какие-то моменты были против каких-то законов, понимаешь? И это было нормально. Вот, поэтому удивительный, самобытный такой был человек. Я очень требовательный человек. Если я находила общий язык, то, наверное, благодаря тем, что я всегда старалась говорить людям только то, что я думаю. У меня довольно немного, скажем так, не женский характер. И я всегда говорила, как бы это ни было бы тяжело, очень жестко и очень конкретно. В ансамбле «Войнах» работали ни один, ни музыкант, ни танцор не смел вообще в ее сторону даже посмотреть косо, не то, что там что-то сказать. Потому что Рая, она так отшивала, так резко обрывала любого человека, что, ну, очень сильный авторитет был. Как Рая Евлоева для хореографа, для танцора конкретно, такого гармониста больше я не знаю. Хотя есть и много сильных музыкантов, Паскаев, Рамзан, там, Умар, Сугаев, ну много бы есть, Усманов там, гармонистов. Но как, именно для танцора, как Рая, гармониста я не знаю. Потому что она для каждого танцора знала, и под каждого танцора она знала, как его завести, как его поднять, дух, азарт, вот это все выдал, чтобы он по полной программе. Больше я не знаю ни одного музыканта. Наши ребята из студии «Лом», они исполняли где-то 7-8 моих вещей. بسنرش ستيمي كير دوغ سديل خديش دايوا آخر مغيغني جيرين مختصوز مبيش دايم ديشت تيشمي غالا جلات سترقمي دايم ديشت تيشمي غالا جلات سترقمي باشرش цикусылуш, силен хата салтимо, бустаж замай бяхамуш, горы отта целоужимо, чурташ сан на вайгане, гала желаться торгиме, чурташ сан на вайгане, гала желаться торгиме. Сегодня ее инструменты живут. Одна из ее инструментов хади такой бековый. Вот, пандр бит, Рая слегка пандр. Она так дорожит ее гармошкой. Рая была очень добрым, очень богатой душой человеком. Для меня она не то чтобы вот, наверное, Рая для меня дала больше, чем мама родная. Вот именно вот это ингушское воспитание, вот это патриотическое, вот эта сила духа, то, что я видела в Рае, она для меня была идеалом. Она очень любила свой народ. Она горда была тем, что она ингушка. У девчонок, которые у нее занимались, все должно было быть четко.
порядок, чистота, игра, взгляд, повернуться, посмотреть, сесть, встать, вот эти все, кажется, это все мелочи, но это все должно было быть идеальным у тех девочек, которые воспитываются у Раи. Она хотела, чтобы всегда все давали высокую оценку. А про наше выступление в речи не могло быть другой, кроме того, как мы везде первые. Как-то работая над передачей о Рае Евлоевой на ГТРК Ингушетии, я спросила у нее, счастлива ли она. Ответ не заставил ждать. Так, ханяться яхи, али шатсы қиы, али шатсы яхи яс. Беллах йықсы, бел мұқлах, яхи дәйісі, қи дәрясы, йықук дәрясы, йығылғы қымы тасы досы, удәләтмесі. Да, ее знали и любили, встречали и восторгались. Но никто, кроме Создателя нашего, не знал, чего стоило ей жить каждый день, приходить на работу в отличном настроении перед коллективом, работать с ним, ставя на годы вперед цели, оттачивать мастерство своих воспитанников. И зубы стиснув жить во что бы то ни стало, как писал Роберт Рождественский. И она жила, посвятив себя сцене, подарив творчеству бессонные ночи, чтобы утром в эфир улетал очередной шедевр ее безграничного таланта.
Я до сих пор слушаю песни в ее исполнении, которые она мне пела на наших встречах. Мы были одни с ней вдвоем. И столько боли от одиночества. Ведь она была очень одинока. Она была сильной. Она была очень мужественной. Она обладала характером, вот как сказал Костой Хажумар, была горой Бешлом. Вот столько в ней было энергии, любви, желания показать, вот кто такие ингуши. И она это делала на высшем уровне. Но цветы, огромные залы, аплодисменты, все это остается. И она снова возвращается к себе, и она снова остается одна. И особенно одиноко было, когда пошли последние годы, когда стало очень одиноко душе. И она исполняла уже душой, она пела слова, которые забыть я просто не могу. «Мах бетта цехуслуш, щила адыцузыш, что зама юды, хары да. И снова, возвращаясь к своей молодости, она вспоминала, были предложения. Она могла и жизнь свою устроить, но нужно было уехать из республики. Ее приглашали для того, чтобы она работала с коллективами в другие республики. Она могла уехать и могла жить обеспеченно. И, казалось бы, вот-вот, но она снова себя останавливала и говорила: я нужна здесь, я нужна своему народу. Если не я, то кто? И вот с этим она прошла до конца. Вот до последних дней жизни, последняя встреча и последняя игра на гармошке, к сожалению, была у нас дома, когда мы собрались в кругу небольшом ее друзей, это и Барахоев Джамал, и Аздоев Башир, которые прекрасно играли вместе с ней втроем. И Ахильгев Джамали приехал, который некогда с ними ездил в Сочи. И в этот вечер они и вспоминали, и смеялись, и играли на гармошке, и вместе пробовали играть. До последней минуты жизни она оставалась очень живой, очень мудрой и просто неповторимой. Она была сильной женщиной и в то же время очень хрупкой. Надо воздать должное. Ну, тогда был Далгештоль Адам Коригов, директор, и Тимур Дзейтов, директор Экажевского дома культуры, организовали ей творческий вечер. Ну, его показывали по телевизору. Конечно, Рая поднялась уже из последних сил. Свой путь вот в развитии культуры ингушей она прошла достойно, оставила свой след. Я считаю, что вот первые шаги, которые сделал ансамбль «Ингушетия», без Раи Евлоевой представить невозможно. Это просто нереально. И даже ту вот любовь, которую она зародила в душе своих этих учениц ингушской музыки, ингушской народной музыки, гармошки, где-то, наверное, будет тлеть их в душе, где-то даст свои следы, даст свои всходы или, говорят, ростки. Да, я так думаю, это бесследно не исчезнет. Это сегодня нам очень нужно. Рая Евлоева работала почти во всех известных хореографических коллективах Северного Кавказа концертмейстером, оркестрантом, обогащая и развивая природные данные, ежедневно оттачивая свое мастерство рядом с известными именами в музыке и хореографии.
Первое звание «Заслуженный работник культуры Северной Осетии» Рае присвоили в 1983 году. Через 5 лет, в 1988 году, она стала народной артисткой Чечено-Ингушской АССР. После оглушительного успеха ансамбля «Ингушетия» на международных фестивалях и конкурсах первый президент Ингушетии Руслан Аушев присвоил звание народной артистки Республики Ингушетия Рае Евлоевой в 1996 году. Она работала много и плодотворно. Неизвестно, сколько песен и мелодий, танцев и воспитанников в разных областях искусства нам оставила любимая народом композитор, хореограф, музыкант и аранжировщик, автор текстов и музыки, этнограф и исследователь поэтического наследия ингушских поэтов. Рая Ахмедовна стала лауреатом 6-й артиады народов России в номинации «Хореография», Лига мастеров, гильдия профессионалов. В 2003 году народной любимице присвоят звание заслуженной артистки Российской Федерации. Она была уверена, что каждая награда не только отмечает ее заслуги, но обязывает к более емкому и неустанному творческому процессу. У Раи было несметное количество проектов в разных областях искусства и жанрах, так же, как и неоконченные мелодии и тексты песен. Ее не хватает. Осталась брешь после ухода народной любимицы. Боюсь, не скоро она будет заполнена. И не скоро. Такие люди рождаются сотни лет раз. Рая была просто неповторимой. Я вот как-то говорила с Мусой Алхастовичем, я говорю: Муса, а вот вы слушаете песни Раи, мелодии? И он так вот остановился и говорит: ты знаешь, я, говорит, как-то проходил, говорит, я, говорит, шел как-то к себе домой, окна были открыты, и играла Рая. Играла так, что забыть я уже не могу. Это была такая музыка, это была такая мелодия пронзительная. Нет слов, звучит мелодия в исполнении Раи, но как звучит? Рая, конечно, была феноменальной личностью. Это талант дан был свыше. Рая сделана, ребята, пандрло кождук мягкий, бывает, да,
филармонии, и Бекова Хади. Потом вот это же Барахоева Мадина. Она тоже, да, Зейтова, да. Есть, но это улк детис. Дух улк дес тахам техлиен тиен. Ал ешдол трайна, ханз цац райна, лярха, вечер памяти. Что меттик же, ах, белгал вахш, балхац. Аж белгал бах, без аж нах. Я везде ее упоминаю, везде, во всех пабликах, везде, где я ее вижу, везде, даже в нашу группу закидываю все, что связано с ней. Но невозможно забыть этого человека. Я хотела бы, конечно, чтобы они всегда говорили, что всегда ее на первое место ставили, потому что реально она заслуживает этого. Прям мне ее, честно сказать, не хватает. Потому что, я не знаю, она как моя мама была вторая, она могла меня и поругать, и поласкать, и замечания сделать наедине, а вот прилюдно вот говорить: молодец, спасибо, стараешься. Но она всегда такой была. Я безумно благодарен Рае. Если Раи не было, я бы знаю, как мы вот были бы, да, на сегодняшний день. Если Раи не было, я здесь тоже не был бы с вами. Благодаря Рае у нас появились другие гармонисты, инструмент появился. Благодаря ей. Она просто не могла играть, но все-таки она нам не давала показывать себя, вот то, что она может, не может. Там. Она сразу, как будто ничем не бывало, садится, берет гармошку. Оказывается, на тот момент она уже в больнице на диализе, да, ходила постоянно. По-моему, в неделю раз она ходила, и потом она как-то с трудом приходила в себя. Ну, мы не видели, что она болеет, не болеет. Там. Постоянно гармошка в руках была у Раи. Последнее время чувствовалось очень сильно. Где-то год-два до смерти, да. Диализом она где-то 4 года ходила. Вот последние несколько, я даже удивлялась, сидится, что она вот как будто с жизнью прощалась она. Вот такая вот у меня. Я говорю: давай пойдем на базар, что-нибудь купим, какую-нибудь тряпочку. Но она говорит: зачем? Мне уже Люба не надо. И я начинала плакать. Бачите, ее, как ты так можешь говорить? Долма, мы чхураем. Я, Люба, я знаю свое состояние. Рая, есть же сагер не то, что сон, если бы она была бы столько живая, 6 лет уже, она много чего хорошего сделала бы, наверное, и писала бы, и все. Я вот выхожу на улицу, вот ищу именно похожих на нее людей. Находишь? Очень ищу, хотя бы походкой. Или что, думаю, хоть так. Мне на сегодняшний день до Гуляю не хватает. Все остальное я перетерпела бы. И терплю. Вот ее мне на самом деле не хватает. С каждым днем больше. Ни одну ночь я не засыпаю в редакции. Чтобы сыграть так, как Рая, это нужно быть Раей. Это нужно быть, наверное, Раей. Как Рая растягивала меха и с какой душой она играла. Не знаю, может, будет у нас. Надеюсь, хочется, чтобы было, но вряд ли не то, что у нас вообще на Кавказе, в мире вообще. Вряд ли повторится Рая Юлаева. Что же на самом деле есть жизнь? Думал странник, уже и не пытаясь бороться со своим угасающим сознанием. На что же все-таки мы еще надеемся, находясь у самого края жизни? Что из того, что мы планируем, к чему стремимся, нам удается свершить? И после свершения, после материализации своей, это нами, по сути, придуманное, кому может пригодиться, понадобиться, кем будет востребовано, а после уже, может, и развито дальше, возможно, уже завтра или послезавтра.
Шук нагасана тахын хам дих вауш басак. Тусага алуд дуатышфут. Сагамн я. Невозможно забыть, не любить, не помнить, не думать о ней, не сохранять по крупицам ею оставленное нам наследство. Мы любим тебя, Рая, наша гордость и восхищение.